И мы возвращаемся в студию. Сегодня в центре Киева в результате стрельбы был убит бывший депутат Государственной Думы Российской Федерации от Коммунистической партии Денис Вороненков. В ходе перестрелки был смертельно ранен киллер, а также охранник господина Вороненкова. Президент Украины Петр Порошенко уже назвал это убийство актом государственного терроризма со стороны России. По словам Порошенко, в этом дерзком убийстве Вороненкова в центре Киева просматривается явный почерк российских спецслужб. По словам народного депутата Украины Антона Геращенко, личность убийцы установлена. Им оказался украинский гражданин. Юрий Луценко заявил, что следствие сегодня рассматривает две версии убийства. Убийство свидетеля по делу Януковича. Напомню, что Вороненков был одним из основных свидетелей в обвинении против бывшего президента Украины. И другая версия связана с делом о контрабанде в России под прикрытием президента Российской Федерации, которое господин Вороненков расследовал в 2004-2007 годах. Напомню, что Денис Вороненков попросил политическое убежище в Украине в октябре 2016 года, а в декабре получил украинское гражданство. Многие из наблюдателей, аналитиков уже говорят о том, что это убийство, это сигнал. Сегодня у нас в гостях Владимир Горбач, политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества. И скайпом с нами на связи Андрей Пианковский, российский политолог, политический аналитик и публицист. Итак, первый вопрос. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Вот первый вопрос. Это неожиданная новость убийства Вороненкова. Хотя на самом деле сегодня очень многие говорят о том, что, во-первых, он предвидел свою смерть, он говорил, что это может случиться с ним. И очень многие из украинских наблюдателей говорят о том, что это некий сигнал тем российским чиновникам, которые пытаются, возможно, сбежать из России либо на Запад, либо в Украину, о том, что ФСБ их достанет. Как вы расцениваете то, что произошло? Ну, не только он. О возможном убийстве говорили по обе стороны границы. Не только сам погибший, но масса заявлений было сделано в Москве на самом высоком уровне. Ну, например, его коллега по Думе, член коммунистической партии, режиссер известный Барко, заявил, что он предатель, а предатели вешают. Ну, не хотелось бы об этом напоминать, но это настолько поразительно, что сегодня мать Марии Максаковой, теща убитого, заявила, что его давно нужно было расстрелять. Вот это была атмосфера в Москве. А потом знаем прекрасную сентенцию Путина, что он делит своих политических противников на врагов и предателей. И вот с врагами можно договариваться, идти на компромиссы, а предателей он уничтожает. Явно в этой классификации погибший был предателем для Путина. У меня вопрос к Владимиру Горбачу. Скажите, пожалуйста, вот вы написали, что это убийство Вороненкова – это федеральная программа зачистки свидетелей. Зачистки свидетелей. Да. Ну, это была, конечно, попытка иронии, наверное. Но, тем не менее, конечно, я хотел этим сказать, что кто главный выгодоприобретатель данного мероприятия. И, естественно, это те, кто заинтересован был в том, чтобы он замолчал, чтобы он не говорил, не свидетельствовал, не делился никакими показаниями, ни официальными, ни неофициальными. А в Киеве у него могли быть контакты не только с украинскими следователями, но, может быть, и с представителями и других мировых государств, в том числе разговоры на тему о коррупции или каких-то там политических, экономических преступлениях, с которыми может быть связан нынешний правящий российский режим. Поэтому вот кто был заинтересован
в том, чтобы он замолчал? Конечно же, российские спецслужбы. Андрей Андреевич, у меня к вам вопрос в связи с этим. Вот эта версия о том, что Вороненков мог давать показания западным спецслужбам по делу о контрабанде в России под прикрытием президента Российской Федерации. Насколько она адекватна, насколько она возможна? Но это знаменитое дело 3 китов мебельного магазина, еще самые первые годы путинского правления, и Вороненков был следователем по этому делу. И потом, в общем, дело было закрыто, и все ФСБшники ушли от наказания. Кстати, тогда и возник начальник следственного прокурора Бастрыкин. Это друг, однокашник Путина. Путин убрал всех следователей, включая Вороненкова, и даже создал новый орган, Следственный комитет, параллельно с прокуратурой, на которого была возложена почетная обязанность закрыть сейчас расследование в Соединенных Штатах о возможных связях команды Трампа олигархов, разведчиками, реакционерами. Тут, и, кстати, очень хорошо известный вам Манафорт фигурирует. Это было вполне естественно, что американские спецслужбы, ФБР заинтересовались в том числе этим делом. У меня еще один вопрос к вам. Вы, очевидно, слышали, действительно слышали, вы писали об этом, о том, что в оккупированном Крыму, в Ялте, в Ливадийском дворце Троица, Захарченко, Плотницкий, потом какой-то представитель Российской Федерации, я не воспринимаю... Да, Аксенов же там же. Да, они собрались для того, чтобы представить программу реинтеграции Донбасса, оккупированной его части, в Российскую Федерацию. И вы написали о том, что Путин начал тогда, когда у него его первый проект, первый поход на Украину, создание Новороссии провалился, вторая его попытка втолкнуть ЛНР, так называемую Лугандонию, в Украину тоже провалилась. И вот сейчас мы видим перед собой третий вариант, это поддержка оккупированных территорий. Я хотела бы спросить, убийство Вороненкова, оно как-то вписывается в этот контекст, или это какой-то особый, какой-то совершенно другой вид преступлений, попыток скрыть преступления? Вы знаете, непосредственно в план, о котором я пишу, который стал очевиден, отказ Путина от попыток втолкнуть Лугандонию в Украину, он понял, что несмотря на все давление Меркель и Олланда, в общем, украинское руководство не пойдет на разрушение своего государства ради иллюзии восстановления территориальной целостности. Поэтому он резко меняет тактику, он идет на повышение субъектности этой территории. Это и паспорта, это и российский рубль, это и переадресация экономических объектов. Но если, мы пока говорим если это убийство совершено российскими властями, это не вписывается в этот план, но я бы сказал, что это вписывается в общее настроение в Москве, в Кремле. Настроение громадного от провала операции «Трамп-наш», в рамках которой они надеялись навязать какую-то сделку за спиной Украины. И сейчас идет тенденция к повышению, в том числе и военной эскалации, и политической за счет усиления субъектности ДНР. И в этой атмосфере, конечно, могли пойти в том числе и на это. То есть настроение в Москве такое, что ни с Трампом, с Западом ничего не получилось, с большой сделкой, так и черт с ними, теперь наплевать на них можно и уже не оглядываться. Здесь же основной вопрос, а хватит ли денег? Потому что, я понимаю, что Россия пытается
каким-то образом перевести вот Лугандонию на самообеспечение, на какой-то такой, я не знаю, дать им возможность зарабатывать углем, металлом с украденных фактически украинских предприятий. Более того, там сегодня появилось сообщение о том, что есть идея о том, чтобы расселять в брошенные квартиры украинских граждан, российских военных. То есть какая-то идет просто мародерство. Но ведь я так понимаю, что у руководителей вот этих самопровозглашенных образований, у них какие-то свои планы. Они ведь рассчитывают на деньги Кремля. И тут вопрос, а хватит ли денег? Ну, понимаете, этот план также провалится, как и первый поход Путина, и второй поход Путина, и этот третий поход. По аналогии с историей гражданской войны, с походами Антанты, я называю это в своей последней статье «Третий поход Путанты». Он также будет провален, но Путин, события развиваются необратимо с 20 февраля 2014 года. Тогда Путин сделал свой выбор, и отступать ему уже некуда. К своей гибели, возможно, к разрушению российского государства, он будет идти теперь до конца, до последнего вздоха во власти. Андрей Андреевич, у меня последний вопрос к вам. Это очень важно для тех людей, которые смотрят нас сейчас в Крыму. Россия, то, что она делает, вот то, что вы называете первый поход, второй, третий поход, вот эта попытка интегрировать, взять на содержание очаги нестабильности, которые она же и создает по территории бывшего Советского Союза. Это не только Лугандония, это не только Донецкая, Луганская область, оккупированные территории, не только Крым, это и Абхазия, Южная Осетия. Мы знаем это все. Это советский сценарий, это исключительно советский сценарий. И вопрос, насколько хватит времени, насколько времени хватит денег. Вот так, я просто понимаю, что в Крыму людям очень интересно, когда это закончится, когда в России кончатся деньги. Ну, они уже практически кончились. Вот можно, конечно, манипулировать сколько угодно экономической статистикой, но самое убийственное, что в 2016 году розничная торговля снизилась на 15%. А это самый точный показатель. Знаете, впервые никто не может вам предсказать, что случится 26 марта во время демонстрации, которым готовится в очень многих городах России против коррупции. 27-го начинается забастовка дальнобойщиков. Дальнобойщики, она опасна, между прочим, тем, что это люди, которые привозят продовольствие в города. А вот мы живем в очень такой мистический 2017 год. И мы все помним, что произошло в 1917 году. Там просто в Петрограде в течение 2 дней не подвозили хлеб булочные. Да, это закончилось. Вот мы уже 100 лет не можем разобраться с последствиями того, что в результате этого произошло. Поэтому ситуация очень-очень волатильная. И все эти имперские авантюры, они будут только приближать экономический и политический крах. Спасибо вам большое. Спасибо. С нами был Андрей Пианковский, на связи российский политолог. И мы возвращаемся в студию. Владимир, у меня... Вот мы уже затронули эту тему, да, вот изменение политики, третий поход Путина. Это прекрасная, мне кажется, сентенция. Третий поход Путина. Денег нет, обострение ситуации. У нас же это то, что это внутренняя какая-то проблема Украины, но у нас сегодня остался еще один теракт. У нас это уже названо диверсией. У нас в Балаклае, это... Балаклее. Да, Балаклее у нас сегодня взорвались склады вооружения, и Анатолий Матиус, это военный прокурор Украины, сказал о том, что речь идет о как раз о диверсии, что с летательных аппаратов были сброшены какие-то
устройства, я не знаю, бомбы небольшие. И это привело вот к тому, к чему привело. И более того, оказывается, это не первый случай. Оказывается, аналогичный случай был в мае 2015 года, по-моему. Это сообщил сегодня, то есть, сегодня просто интернет пестрит этими сообщениями, о том, что Россия будет использовать беспилотники для того, чтобы совершать такие диверсии. Я хочу понять, что происходит. Путин обостряет, нагнетает обстановку, он повышает ставки, или это что-то совершенно обычное? Ну, вот Андрей Андреевич такую метафору, как третий поход использует, я бы, наверное, предложил бы третий поворот, потому что поход, в принципе, один и тот же, только повороты разные в разную сторону. Это поворот, как бы смена стратегии или смена такой основной линии. Так вот, теперь то, что мы видим сейчас, вот в феврале и марте, это называется эскалация. Эскалация конфликта, во-первых, на линии Ну вот фронта. мы видим сейчас вот то, что... Это не мы фронт, с это воды тыл. видим. Это мы видим тыл, Это да. тыл. Эскалация происходит и стимулируется не только на фронте, она тоже есть, я с этого хотел начать предложение, но она в том числе и стимулируется в тылу, внутри украинского государства с целью ослабить его государство способность как бы сопротивляться и обороняться. Поэтому в данном случае это классическая диверсия, военная диверсия. Если подтвердится или как-то вот версия с беспилотником, то это тоже такая новая, относительно новая технология. Она очень простая и примитивная, но тем не менее изначально использовалась в Сирии, да, вот тоже и квадрокоптеры там держали бомбу, потом ее пускали, она падала там точно, например, в башню танка и таким образом уничтожала танк. Конечно же, попасть в склады оружия намного легче, чем отдельно взятую какую-то единицу техники. Ну, вот такие методы. Это, в принципе, я думаю, что наши вооруженные силы тоже занимаются диверсиями за линией, так сказать, фронта. Я надеюсь. И их склады военные тоже взрываются. Мы об этом неожиданно видим, бывает. читаем. И просто они не такие крупные, как тот который в Балаклее, в этой в Харьковской области, поскольку там очень много хранилось боеприпасов еще с советских времен. Это как бы классический такой склад советской армии еще был. А что касается Крыма, вы тоже затронули интересную для меня тему. Вот эта поездка Плотницкого или Плотницкого с Захарченком в гости к Аксенову фактически и в Ливадийский дворец. Там было сказано, да, что они сами провозгласили. То есть это не в Кремле было сказано, это сказали гости, которые приехали из Донбасса в Крым. Они сказали, что они создают вместе с Аксеновым какой-то комитет интеграции Донбасса в Россию. Но Россия ведь вела рублевую зону, вот все вот эти вещи. Путин признал паспорта. Интеграция, в принципе, путем поглощения России этой территории, неформального поглощения, она уже происходит. Но модель вот этой интеграции, как это все будет. Вот сегодня Грызлов, руководитель партии, да, «Единая Россия», правящая в России, где-то там на встрече в Татарстане с партийным активом сказал, что Россия пока не собирается признавать эти так называемые Включать ДНР, их они не собираются. Да, даже признавать не собираются. Не то, что включать как бы в тело самого российского государства. Но, тем не менее, ползучая такая вот интеграция, она уже давно происходит. И пока что, почему в Крым они поехали об этом сказать? Потому что интеграция Крыма, вот то, что мы называем аннексией, все процессы присоединения разных Ну вот у нас сейчас жизни, кадры как раз да, с этого действия. Вот. А это все тоже было не одномоментно, достаточно постепенно и до конца еще не произошло, потому что не вся российская инфраструктура работает в Крыму. Например, банковская, там,
Сообщения, как да. компании, не все туда летают, даже российские суда не все туда. То есть есть все-таки какой-то режим санкций, ограничений, и это не полная, не полноценная интеграция Крыма в Россию. Да? И вот где-то по такой же, наверное, модели они мыслят себе и интеграцию Донбасса. Даже, может быть, ну, в Россию, конечно же, но Вы по думаете, крымской модели. То Да? есть мы говорим о том, что это по крымской модели, но это пропагандистский какой-то ход. Это это то, что они это их намерение, да, что они хотят делать, потому что Я думкой богатеют, это очень интересно. другого пути у них, наверное, скорее всего, они себе и не видят. Ну, а тут из Вот смотрите, Да. вот если мы говорим о порядке, да, вот как это все происходило, признаются документы. Вот эти ДНР, ЛНР, причем как-то они как-то тоже как-то неожиданно, да. Потом следующая вот эта поездка. Вы писали, по-моему, говорили об этом где-то, что это же Ливадийский дворец, это место, где Сталин, Черчилль, Рузвельт устанавливали вот эту ялтинскую... Это символ, это уже геополитика. Ну и вот мы видим, что, знаете, деятеля. теперь это деградировало до Плотницкого, Да, Захарченко, да, Аксенова. Прекрасная Ялта, прекрасно, да. И вот следующее, вот убийство вот это демонстративное в центре Киева, ну, действительно расправа. То есть... Да, это политическое убийство. Если в военные склады это военная диверсия, то в убийство в Киеве, расстрел фактически Вороненкова, это политическое убийство. Я это хочу атентат. понять, кому это направлен этот посыл. Потому Конечно. что, если честно, страшно. Вот здесь, понимаете, мы прожили 3 года, и у нас, в принципе, как-то... То есть, да, понятно, безусловно, идет война. Да, безусловно, украинские граждане, украинские воины защищают рубежи, это безусловно. Украина одерживает такие серьезные плацдармы, захватывает, это так надо назвать, на дипломатическом фронте, потому что у нас есть прекрасные резолюции. У нас есть плацдармы для хороших правовых решений впоследствии. И тут вдруг вот в один день, то есть, или там в одну неделю, да, вот просто как вал. Кому посыл? Ну, это посыл, в принципе, всему миру. Прежде всего, Украине, конечно, но главной аудиторией этого посыла является, российского посыла является западный мир, конечно, потому что они с ним состязаются не знаю, там, в чем, в приоритетности, да, кто сильнее, кто больше себе может позволить в демонстративности такой. Ну, с российской стороны я имею в виду. Ну и то, что эти все шаги, о которых вы сказали, паспорта, потом так называемая национализация собственности предприятий и даже вот эта вот поездка донбасских террористов на отдых в Крым, это все ложится в одну как бы линию. Россия таким образом подает сигнал, что она будет делать и как она это делает вне Минских соглашений. Да? То есть, в принципе, покидая Минские соглашения де-факто, продолжает совершать такие колебания туда-сюда. Вот сегодня тот же Грызлов сказал, что Россия почему не будет интегрировать эти территории Крым, Донбасс в Россию, потому что она будет пока что действовать в рамках Минских соглашений. То есть на самом деле действует совершенно по-другому, но риторически как бы не признает этого. Вот такой прием. И вот это то, что Мария Луиза Бек, помните, назвала в своем докладе гибридная аннексия по Донбассу. По сути, да. Это территория Донбасса, которая контролируется непосредственно Российской Федерацией. А насколько долго России удастся балансировать в таком состоянии, вроде бы и интеграция, вроде бы не интеграция? Донбасс им нужен как военный плацдарм, прежде всего. Если он еще будет частично себя окупать там, путем продажи угля, считается, что в Донбассе уголь дорогой сильно по себестоимости. Это если его добывать из глубоких шахт, которые уже выработаны. А вот тот уголь, который добывается кустарным способом, так называемых копанках, то есть просто, в принципе, открытым способом, там, не знаю, браконьерским даже, может быть. Вот он вообще ничего не стоит практически, да, потому что он нелегальный. И за счет такого ресурса уменьшать свои издержки на поддержание этой войны в Донбассе, они могут это делать. Насколько долго хватит, я думаю, что они мыслят совершенно по-другому. Они не думают
что им может не хватить денег. В конце концов, они их могут напечатать. Но нарисованные деньги это все-таки нарисованные деньги. В этом плане цена на нефть сейчас показывает тенденцию к снижению, уже ниже 50 долларов за баррель. И это означает, что нового неожиданного такого источника богатства или дохода для российского бюджета нет и не будет в ближайшее время. Но они надеются на другое, что эта вот эскалация, что не выдержит Украина, что Украина не выдержит первой. И эскалация на поле боя, она перекинется во внутриполитическую эскалацию внутри самой Украины. И вот это очень опасная тенденция. И, выдержим ли мы? Да, вот другой вопрос, второй вопрос. Да, это важный насколько вопрос. Хватит денег и терпения у Украины. Да. Владимир, у нас остается очень мало времени, просто совсем очень, а я бы хотела, чтобы вы все-таки ответили на этот вопрос. Все-таки, вот смотрите, Россия действительно играет ва-банк. Ну, это шулерство, то, что они делают. Рассчитывая, что они повалят нас первее, у кого первее, кто первый моргнет, это так называется. И вот убийство все-таки Вороненкова, когда, если принять за внимание эту версию, что речь идет о том деле, где он был следователем, со следом, то есть где Владимир Путин преступник или подельник, что-то такое. Может ли это означать, я просто так предполагаю, я хотела бы, чтобы вы объяснили, может ли это означать, что все-таки на Западе где-то глубинно уже зреет совершенно другое отношение к Российской Федерации? У Российской Федерации мало времени, не только денег, времени. Я думаю, что и расследование там уже продвинулось достаточно далеко, поскольку нужно было убирать свидетеля, так сказать, да, потому что это вот то, как я пошутил, федеральная программа зачистки свидетелей, она началась давно, там еще с убийства Александра Литвиненко в Лондоне. Это тоже был, в принципе, зачистка свидетелей своих кремлевских преступлений. Вот. Это только тогда происходит, когда другого выхода у них уже нет, и дальше они ситуацию запускать просто не хотят. Ну, значит, следствие уже продвинулось достаточно далеко, и неминуемость как бы возмездия и суда над кремлевским руководством, оно уже достаточно реалистично и, по крайней мере, реалистично, что его можно представить, оно уже возможно. Здесь же и убийство Чуркина, гибель 6 дипломатов. Это все, да. Ну, это все в одной стилистике все дело. Спасибо разными орудиями убийства, но рука одна. Рука одна. Спасибо, Владимир. Мы заканчиваем этот блок. Не переключайтесь. После перерыва в нашей студии будет Михаил Гончар и Борис Бабин, и мы будем говорить о том, кто же все-таки заплатит за суверенизацию оккупированных районов Донбасса? Кто первый моргнет? Оставайтесь с нами.